Добрый вечер. У нас сегодня в гостях профессор Зайдин Курманов, экс-спикер Георг Кугенеша. Все сейчас во всем мире, наверное, обсуждают Казахстан. Что случилось, как получилось так, что мы все считали, что это благостная страна с таким большим экономическим потенциалом, что там на голову выше и на 2, на 3 головы выше, может быть, в экономическом отношении. Никаких подобных протестов в принципе не могло быть, как нам представляли страну, да? Что случилось? Но то, что Казахстан имеет определенные и даже вдохновляющие экономические успехи, не вызывает ни у кого сомнения. Действительно, президент Назарбаев в первые годы своей политической карьеры, деятельности очень много сделал для страны. У него перед Казахстаном есть заслуги, но когда человек находится слишком долго у власти, начинают ощущаться необратимые процессы, которые зовут страну или тащат страну назад. Вот произошло то, что всегда происходило с политическими долгожителями, потому что глаз уже не тот, острота, мышление, возможности, трудолюбие. Человек устает, человек становится сентиментальным, больше думает о своих внуках и детях. Есть такие необратимые процессы. Вот поэтому вот и появился институт ограничения власти, занятия должности. Выдающийся греческий политик, при котором Афины древние достигли своего наивысшего расцвета, золотой век, на 15-м, на 14-м году, когда там каждый год избирали стратега, спикера, ну, скажем так, премьер-министра, он 14 раз баллотировался, и у него начались проблемы. Его обвинили в том, что он долго сидит, что у него появились любимчики, что он крадет из государственной казны. Ну, короче, как рог изобилия. Его провалили на выборах. Перикл? Перикл, да. Выдающийся, который сделал Афины империей. Потом ему потребовался целый год, чтобы отмазаться от обвинений. И в 15-й раз его Народное собрание греческое избрало, поверило, что он честный и порядочный человек. Но он заболел тифом и умер. И Афины проиграли войну с партией. И вот с того времени мудрые греки приняли решение, какой бы хороший человек ни был, какой бы талантливый, но больше 2 сроков подряд он на эту должность занимать не должен. Это 2 года, потому что каждый год избирался на должность премьер-министра, греческий стратег. У нас сделали то же самое. После определенного количества времени начинается старческий маразм. Люди начинают уставать. Даже железо устает, и люди устают. 30 лет у власти, потом 3 года транзита, передачи власти от одного человека к другому. Ну, в конечном счете, вот начались необратимые процессы, связанные со стагнацией экономики. Что такое переходный период в Казахстане? Это двоевластие. Запускались различная информация, что там идет борьба между кланом Токаева и кланом Назарбаева. Хотя у Токаева нету клана, он тоже принадлежит к этому клану. Он из старшего Джуза. И запускали ту информацию, которая была выгодна определенным слоям и политическим кругам. Где? В самом В Казахстане? самом Казахстане и снаружи тоже, извне. Потому что Казахстан – это 5-я по величине страна в мире. Это целая планета наверху. И оно занимает особое место в Центральноазиатском регионе. А Центральная Азия – это не случайно, вот в 19-20 веке здесь шла большая шахматная игра. Британия схлестнулась с Россией в борьбе за вот это пространство, огромное геополитическое пространство. Хартленд. Хартленд, да. Срединная земля.
И английские политологи, ну, скажем, политики, Маккиндер и другие писали о том, что тот, кто владеет Центральной Азией, тот будет владеть всем миром. И действительно здесь и залежи, и природные, все тут есть. Прекрасно, просто если кто овладеет. И идет борьба. Она то утихает, то ослабевает. Британская империя потерпела поражение, ослабил интерес. Россия быстро, вот пока Великобритания застряла в Афганистане, они быстро захватили Хиву, Ташкент, Бухару, превратила их в протектораты, а Каканскую империю, которая захватила старший Джус и всю территорию Кыргызстана, они его просто превратили в область Туркестанский край. Все эти образования, казахское ханство, башкирское ханство, там, ногайские и прочие ханства были ликвидированы, потому что Россия после того, как она испытала второе джунгарское малое, это монгольское нашествие, они были очень озадачены, потому что вот эти кочевники представляли очень большую угрозу. А джунгары 150 лет воевали с русскими, китайцами, с киргизами, казахами, узбеками и достаточно успешно. Очень успешно. И чуть не раздавили нас. После чего в Российской империи возникла точка зрения, что вот эти территории надо захватывать и строить крепости. Крепости. И ликвидировать надо все эти ханства. Поэтому и Кенесары Касымов погиб. Хотя у меня есть точка зрения, что там тоже геополитика началась, и там стравили киргизского Ормонхана и Кенесары Касымова. Внешние игроки. А в итоге погиб Кенесары Касымов, а потом через несколько лет погиб Ормонхан. Потому что ни тот, ни другой ничего не добился, но погибло и Каканское ханство, но победила Российская империя. И появилось понятие «русский Туркестан», где и на сегодняшний день Туркестан и Казахстан, степной край. Вместо казахского ханства был создан степной край. Вот отсюда все эти новые исторические там параллели, что у казахов не было своих государств. Казахов-то государственность называлась Золотая Орда. Золотоордынцы это и есть как раз казахи-то. Вот в чем дело. Поэтому это возбуждает, и казахам это не нравится. Когда тем более у них экономический успех. Что не нравится? Не нравится то, что говорят, вы там, у вас нет земли, родины. Не было государства. Да. Потому что я скажу, как историк, я же ученый, я не аналитик и не эксперт. Я работаю только с фактами, а не со слухами. Как это делают, скажем, эксперты и так далее. Они обсуждают слухи, создают новые слухи, распространяют эти слухи и так далее, и так далее. Я ученый, историк, я работаю только с фактами. Есть факты, я буду их комментировать. Нету, я не буду ничего делать. А вот как раз хочу напомнить о том, что вот в такие моменты, бывают в жизни всякие моменты, там, где нет информации, а Казахстан на несколько дней закрылся, никакой информации оттуда не идет. Вот только сегодня интернет появился, мои казахские друзья, я им посылал регулярно эту информацию, которую снимал, меня интересует, что мои друзья что там делают, не погибли ли они там в этой смуте, страшные же события происходили. Они сказали, 90% того, что ты нам прислал, это обыкновенная ерунда, это слухи. Не верь этим слухам. Ну, я исхожу из этого. Если факты будут предоставлены. Но здесь, понимаете, много игроков. Причина вот этих разночтений, много стран, которые заинтересованы в том, чтобы доминировать в этом регионе, который называется Туркестан. Центральная Азия сейчас называется. Здесь и соседи, здесь и региональные державы, Турция, Иран, Пакистан. Здесь и супердержавы, Китай, Америка,
Российской Федерации. Но регион раньше принадлежал по принадлежности, принадлежал Российской империи, поскольку они ее захватили, этот регион, пользуясь слабостью, цивилизационной и военно-технической слабостью Бухарского эмирата, Каканской империи. Полковник Черняев захватил Ташкент, даже не получив санкции российского императора. Но за это его не сняли, за это самоволие с должности. Ему дали должность, это звание генерала, и поблагодарили. То, что просто налетом. Налетом взяли Самарканд, налетом уничтожили Каканское ханство. В смутные времена можно делать все, что угодно. И все заинтересованные стороны пытаются от этой смуты выиграть что-то. А наш-то, как его, это постсоветский гражданин, он же доверчив, он верит в все, что написано печатным словом. О том, что не знает, что есть геополитика, что есть спецслужбы, которые выполняют спецзадания. О том, что у нас уже больше нету. Есть дядя Степа, милиционер, который все время приходит на помощь, но часто этот дядя Степа имеет звериный оскал. И свои интересы. И свои интересы преследует. Но мы-то столкнулись, оборотни в погонах и так далее. Люди, которые выполняют чужие политические заказы, работают против интересов своего государства. Мы просто, вот, даже я прозрел. Я 10 лет был во власти, но я такого падения, духовно-нравственного падения власти нигде не видел. Вот чтобы могли просто там ради того, чтобы продлить там свои сроки или избраться на новый срок, там, уничтожать, там, пускать под нож там, десятки, сотни, тысячи людей, ну, такого я, честное слово. Теперь я не верю в эти сказки. Оказывается, ради каких-то глобальных целей можно пустить под нож много людей. И вот и в Казахстане сейчас уже погибло 104, там 6 тысяч. 160 с чем-то. 100, Ну так, да. называют. Ну, обычно мы, ученые, всегда делаем. Все скрывают истинные цифры. Ну, Да. что это страшно. В Казахстане, который был островком благополучия, вдруг погибло 104 тысячи людей. 104 тысячи. 104 человека. 160 с чем-то. Или сейчас 160, называют, да. 164 человека. Да. Это много. Это больше, чем в Кыргызстане и в Украине во время смуты Майдана, нашего Майдана. Понимаете? Возникает вопрос, а как они погибли? И практически везде один и тот же сценарий. Везде. Везде исторически В параллельно. Кыргызстане и в Казахстане? Казахстан, если сравнивать. Украина. Украина. Тоже. Мгм. Но все ссылаются на то, что это дело рук третьих сил. Террористы? Террористы, и, там, империалисты и так далее. А оказывается, могут и свои сделать. Свои. Поэтому ситуация очень запутанная. Фотографии или видео этих террористов мы не видели. Вот я до сих пор хочу увидеть, где тела этих двух полицейских, которым отрезали голову. Не двух, там больше даже. Даже больше Да. не показывает абсолютно. Поэтому Ну, может быть, нужны берегут конкретные факты. Ну, вот видите, 6 психику. тысяч. Такаев объявил, что 20 тысяч террористов, это 40 батальонов. Это армия. 20 тысяч. Казахи, наверное, никогда такой армии Но не это собирали. если Даже в батальоне битве с 500 жандармами. человек, Да. а в батальоне может быть и 100, и Неукомплектованные, да, 200 есть только. 200, Это еще 300, больше да. тогда. То есть это у меня в голове не может уместиться, тем более я в Казахстан пытался попасть там на конференции различные. Я целый экс-спикер не мог попасть, пройти через кордон, потому что у меня не было то ПЦР, ну а через ЧУ я перейти в рот не мог. Чисто по физическому состоянию. А там 40 батальонов пройти-то. Ну, поэтому говорят, что, наверное, они, эти спящие ячейки, были здесь где-то.
Скорее Лагеря всего, тренировочные какие-то. якобы. Но это понимаете, сейчас вот информационный век. И вот эти кукловоды, они должны понимать, что тайну, истину не спрячешь. Не сегодня, завтра все станет явственной действительностью. Поэтому, но у нас получается, как всегда, работаем на авось. Сначала делаем, а потом думаем. Сначала один сценарий предложили, теперь сейчас сидят в независимой газете, написали переписывать сценарии. То поймали нашего бедного этого музыканта. Ну вот единственная польза, он теперь стал всемирно известным. Я надеюсь, он будет заключать контракты с лучшими там, фирмами звукозаписи, там, делать концерты в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Ему тоже над этим надо задуматься. А так я вообще никогда, я же не хожу по ресторанам, не знал, что есть такой. А оказывается, попса знает его. Вот эта молодежь, которая танцует на всех этих. Поэтому, но с другой стороны, видите, может быть, это сознательно утечка сделана, чтобы все поняли, что идет фабрикация слухов и информации, чтобы направить объект на ненадлежащего, скажем, соперника или сателлита, или союзника. Вот в 60-м году в Кыргызстане было трикотажное дело. Почему в Кыргызстане? А потому что первый секретарь ЦК Компартии даже не был членом Политбюро, даже не был членом кандидата. В Узбекистане кандидат члены, в Казахстане кандидат члены Политбюро. Они в свои республики не пускали. Остались киргизы, и здесь развернули это дело, расстреляли кучу людей по смешным основаниям. Смешным основаниям. 21 человек было расстреляно, и сколько было? 21? Человек было расстреляно. Ну, назвали дело еврейским. Ну, тут же попутно решили какие-то проблемы, запугали население. Вот так. А сейчас мы слабые. Потому что у нас такие события регулярно происходят. Ну, конечно, легче сказать. Вот видите, киргизы. Вот все время бунтуют. Вот это их рук дело. И как с гуся вода. Ну, и эти сказали, да, киргизы за себя постоять не смогут. Давайте на них всех собак спустим. И вот там 3 дня пришлось отдуваться. Слава богу, что поймали композитора, а не какого-то бедолагу, которого могли замордовать там и сделать. У нас, вы же должны понимать, что в Кыргызстане, где-то в Казахстане работает 150 тысяч наших мигрантов. И около 1 миллиона мигрантов работает в России. Потом идет там Южная Корея, Турция и так далее, и так далее. И если всех этих наших мигрантов превращать в террористов, то это можно вообще далеко пойти. Поэтому я такой болтовне не верю. Я знаю, что власть меняется, отношения, но народы остаются. Поэтому казахский народ, киргизский народ нас связывает давнишние традиции. Есть такие вещи, которые не понимают европейские кукловоды. О том, что мы представители традиционного общества. И у нас доминируют традиционные ценности. Родство для нас – высшая ценность. Оказать помощь родственнику и так далее. Поэтому у нас отношения, родства с казахами. Мы с ними исторически несколько тысяч лет живем вместе. Боремся против общих врагов. Были случаи между нами недоразумения. Но мы продолжаем оставаться родственниками. Родственникам можно просить все, что угодно. Но не врагу, случайному человеку. Вот кукловоды, которые не знают этих вещей, европейцы, там, кто я не знаю, кто там, они думают, ну, как у них. Можно сына не видеть 20 лет, это нормальная вещь. Или там дети узнают о смерти отца или матери по средствам массовой информации. Понимаете? Там семья рассыпалась. У нас существуют семейные отношения. Поэтому вот эти факторы, они отрицают. Этого не могло быть. Этого не могло быть. Ну вот транзит власти, чем теперь закончился? Транзит все? Транзит, произошел? ну, можно сказать, что закончился, вроде бы. Но мы же не знаем всех тайн.
Да. Мы же не знаем всех фактов. Что это начало окончания транзита или завершение транзита. Через неделю посмотрим, как дальше будут развиваться события. Ведь за 3-4 дня мы очень много узнали. Да. Вначале мы думали, что это какое-то, сначала это выступление народных масс, возмущенных низким уровнем жизни и отсутствием социалки. Потом к ним прибавились террористы. Явно появились силы, которые были заинтересованы умолчать о том, что Казахстан – это не Астана, сверкающая в неоновых красках. Мои друзья и раньше говорили: Зайниддин, ты не думай, что все у нас как в Астане. По поезде по селам, колхозам, ты увидишь, там ничего не поменялось. И не менялось никогда. Люди живут впроголодь. А мы-то создали себе вот здесь имидж, картинку. Поэтому наложился террор. Потом вдруг террористами стали вот эти бедолаги, рабочие нефтеносных, которые до сих пор стоят. Все вроде бы устаканивались и разбежались, а эти-то, Сары Джанозен и вот эти Актаби, они же стоят до сих пор. Потому что их-то требования не удовлетворены. Потому что уровень-то жизни там же действительно жуткий. Это полупустынные земли, кроме фабрик и заводов нет. Плюс еще Тенгиз Шеврон, вот это предприятие, на 75% акций принадлежат американским капиталистам. Вот у нас, например, мы все время бунтуем, бастуем и добились от того, что Кумтор там отчислял какие-то деньги бюджетом и помогал региону развиваться. В России посмотрите, как живут нефтяные районы. Божья благодать, там зарплаты в 5 раз выше, чем в Москве. Ой, не в Москве, в центре России. И на Рыме, и в другие города они оснащены технически. Туда люди едут жить, размножаться и оставаться. Понимаете? А посмотрите на Джанозен и эти города, которые находятся в западном Казахстане. Наш Токмак выглядит по сравнению с ними Астаной. Понимаете? И вот эти зарубежные компании, урановые компании, их акции выросли на 9-10% Ну вот, после пожалуйста. этих событий. Естественно, вот видите. Вот можно считать, может быть, это все было сделано искусственно. Вот почему, например, вот некоторые политологи, которые историю не знают, они начинают говорить: ну вот февральская революция в Москве случилась из-за того, что там в очередях за хлебом начались... Хлеба не было. Да, хлеба не было там. Да, были временные трудности. Россия продавала и кормила хлебом весь западный мир. Перебои с хлебом наступили из-за того, что Россия как раз собиралась направить на фронт новые дополнительные воинские контингенты, начать наступление, разгромить Германию. Разгром Германии был проблема 1-3 дней, понимаете? И вдруг происходит бунт, и царя 20 февраля все спокойно, а 23 февраля царя уже не было у власти. От него добились отречения. Кому это было выгодно? Это было выгодно Германии, чтобы Россия не напала. Потом то, что там началось, уже, по-моему, не требует доказательств. Все прекрасно знают, что партия большевиков, она выступила, использовала германские деньги для того, чтобы затеять смотр. Поэтому Ну вот еще один вопрос. надо например. решать социальные проблемы. Да. Надо. Если в такой же аналогичной ситуации Кыргызстан, у нас олигархи у власти в Казахстане, в России, везде, на постсоветском пространстве, простые люди забыты. Они нуждаются, они живут в нищете, тем более сейчас глобализация и другие процессы, кризисы происходят, уровень жизни падает. В Казахстане средняя зарплата, как у нас сейчас в Бишкеке стала. 25 тысяч сомов, вот я работаю, они тоже получают где-то примерно $500. Такие деньги, понимаете? Но главное, между властью или, как сказать, теми, кто захватил власть, и народом нет диалога. И приходится как общаться народу с этой властью. Если они пишут заявления, делают какие-то видеообращения, оставляют там в приемной какие-то свои письма,
Но никто на эти письма не отвечает и на эти вопросы не отвечает. Что им остается делать народу? Остается только брать в руку арматуру и доказывать истину путем штурма. Вот аналогичная ситуация везде. Вот мы же говорим, Кыргызстан бюрократическое государство. Бюрократизм достиг неимоверной высоты. Невозможно добиться справедливости, не обращаясь к президенту, премьеру, министру. Суды полностью невозможно там добиться истины. А что остается делать? Брать арматуру и идти на штурм. А должен быть диалог, должен быть разговор между властью и людьми. А когда там сидят олигархи, они своих других-то интересов не видят. Поэтому социалка у нас обнищала, понимаете, социальная сфера. Зарплаты мизерные. Учителя получают по 2000 сомов. А 2000 сомов что? Они вынуждены брать взятки. Эту систему поддерживать, подпитывать, потому что эта система держится на взятках. Какой бы бюджет мы ни выбили, в 2 раза, в 4 раза выбиваем, но смотрите, 20 лет ВВП на душу населения у нас примерно $1000, ни больше, ни меньше. $100 повысится, потом на 200 падает. Потому что нажравшихся чиновников и олигархов гораздо больше, чем... И они все лакомые куски экономики захватывают, и денег на рост благосостояния не хватает. Поэтому надо менять систему. Надо создавать нормальный парламент, где будут сидеть народные представители. Народы, которые будут защищать свой народ от этих... Даже в Казахстане был парламент по сравнению с нашим такой, как сказать, интеллигентный там. Ну да, он был полностью покорный. И Российская Госдума, там тоже сидят сильные личности и так далее. Ну да, покорный. Ну, видимо, значит, тогда надо, чтобы парламент проявлял и непокорность. Я же привожу примеры, когда непокорность парламента сыграл для истории Кыргызстана полезную службу. Когда Акаева призывали соседние президенты-диктаторы, которые продлили свою власть путем референдума, они призывали, думаю, Ласкар, давай, тоже иди на референдум. Ты что, белая ворона, что ли? Но он поставил этот вопрос спонтанно, он не ставил, спонтанно возник. Джорку Кинеши из законодательного собрания отказала ему в этом праве. И тогда он развел в сторону руки перед Назарбаевым, Каримовым, сказал, вы видите, вот у вас парламенты, они покорные, можно приказать и заставить, а у меня непокорные. И тогда это помогло спасти и киргизам, и Аскару Акаеву лицо сохранить, честь сохранить перед мировым сообществом. Поэтому должен быть орган. Все время одобрямся, потому что куча бывает неправильных решений в условиях геополитики. Политики должны быть зрелые, грамотные, умные. А если у нас в парламенте сидят эти, как их называли? Лучше не надо. Да, лучше не буду называть. Но сейчас что-то сделали. Но надо работу вести до конца. Нужны реальные партии. Нужны реальные суды. Не надо выдумывать, как, по какому рецепту их надо менять. Все написано до нас, я же говорю. Там не надо ничего учитывать. За нас спасибо грекам, англичанам, французам. Они все продумали. Надо это реализовать. Но надо выбрать. Вот одна дилемма стоит перед киргизами и другими постсоветскими странами. Либо вы выбираете развитие и идете дальше вперед. ВВП делаете от 1 тысячи до 14-20 тысяч На душу населения. на душу населения. Как в Эстонии сделали, Литве, Польше и других странах. Румынии, Венгрии. Нефти, ничего нет. Но сделали же. Либо боретесь за власть, за сохранение этой власти, за то, чтобы обожраться, чтобы накормить уже, мало там накормили родственников там в 10-м поколении, чтобы накормить там друзей и собутыльников. Вот из этого надо сделать выбор. Если вы пойдете по второму пути, у нас постоянно будут перевороты, смена власти, смута, будут проистекать страшный процесс, криминализация власти.
соединение криминалитета с государством. Мы это видим в Казахстане. В Казахстане генерал КГБ, он не генерал, он бандит. Понимаете? Сколько там людей положили? Из пулеметов расстреливали. Это можно представить, чтобы генерал КГБ был бандитом? Вот отсюда вот и вот эти появления феномена, как их называют, черти, которые во власти. Вот полковники милиции, у которых по 8 миллиардов рублей, или начальник таможенной службы районной, у которой там на 3 миллиарда долларов там дома золото накопил. Понимаете? Вот это будет бесконечно продолжаться. Появился шанс образумиться, и наша власть не должна расслабляться, должна делать политические реформы, создавать реальные институты, сотрудничать с гражданским обществом. И гражданское общество должно образумиться. Есть важные цели, которые нужно делать, а есть второстепенные, третьестепенные. Не надо нагнетать ситуацию попросту. Перед нами вот сейчас вопрос. Либо мы выживем и решим все проблемы с укреплением суверенитета, ростом благосостояния населения, либо мы все время будем, как африканские страны, заниматься каннибализмом. Другого возможности нет. И казахским братьям тоже надо над этим очень серьезно подумать. Президент Токаев обещает реформы. Вот сказал, в течение полугода я предложу проект реформ. Главное, чтобы не забыл о своем обещании. Если он забудет, будет повтор этих событий. У нас время подошло к концу. Будем надеяться, что все-таки будут на здравый смысл обращать надеемся. внимание. Раньше ведь не обязательно даже обращения или там письма писали. В газете опубликовали, на это реагировала власть. А сейчас хоть что там напиши или хоть какую передачу сделай. Абсолютно не реагирует. Да. Власть сменилась, там борются с коррупцией наверху. А милиционерам раздали жезлы вот эти. Они опять начали заниматься вот этим вымогательством денег у водителей. Я езжу на такси, спрашиваю, как у вас? Они стали, говорят, стало хуже. Милиционеры просто встают и вымогают деньги. Понимаешь? Да. Мы же ликвидировали постовую милицию, ввели патрульную милицию. Почему отказались? А значит, у них требует деньги начальство милицейское. Значит, вы возвратились нормально. У коррупции же разные облики. Да. Ну, спасибо большое. У нас в гостях был Зайдин Курманов, профессор, экс-спикер Джеорку Кеңеши. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам.